СРТО «Дуслы», крупный бизнесмен, город Москва. Пожалуйста. Да не надо я. Ничего страшного. Здравствуйте, дорогие друзья. Событие, конечно, очень удручающее. Но, тем не менее, что хочется сказать. Все мы родители, вот у меня 4 детей, я наблюдаю за ними, происходит драка. Дерутся. Я тебя ненавижу, все, пришел весь на эмоциях, проходит чуть-чуть времени, он в школе, значит, занимается в секции, приходит, одного нет, этот скучает. Я говорю, что ты? Вот он уже про него спрашивает. Семья. В семье всегда случаются нюансы, какие-то конфликты, какие-то ссоры. И в то же время радости тоже мы все встречаем вместе. Конечно, все мы воспитывались в СССР, у нас было много национальностей. Мы вообще как бы на это не обращали внимания. Вот Фахрудин Бадридинович, мой очень близкий друг, мы дружим больше 25 лет. На всех праздниках мы всегда вместе. Мы всегда друг друга поддерживаем и радуемся, что мы имеем такую возможность. То, что произошло, я согласен, эмоций очень много у всех, мы за это переживаем. Правда, есть и внешние, и внутренние враги. Нам нужно отработать какие-то паттерны, потому что на самом деле нет вот этих правильных ступеней от октябренка, пионера, комсомольца в партию. Мы сейчас немножко проигрываем войну интернету, соцсетям, и даже независимо от религии и национальности, просто в семье. Ты понимаешь, что ты начинаешь ребенка терять. Стараешься как-то больше убрать. То есть вот я там, традиция, в 6 часов вечера, вся семья, дочь идет, телефоны все складывают и убираются. Вообще убираются. Я предупредил бизнес, друзей, всех. Я говорю, ребят, после 7 часов, мое личное время, не надо звонить, не буду отвечать. И своим примером, потому что дети, они не слушают, они смотрят, что ты делаешь, и, соответственно, повторяют то же самое. Поэтому Фахрудин Бадридинович очень четко чувствует вот эти моменты, когда происходит либо какой-то конфликт, беда, либо что-то очень напряженное. И сейчас, организовав вот это все, мы все находимся в нужном месте. Это Дом дружбы народов. Здесь ситуация такая могла произойти среди любой национальности. Я согласен, что подчеркивается конкретная национальность, нагнетается ситуация, и через социальные сети, через интернет это все раздувается. И все мы знаем пословицу «разделяй и властвуй». Поссорить можно любого соседа, родственника и так далее. Поэтому нам нужно правильно вырабатывать вот эти, как я сказал, паттерны, правила, как мы будем находить точки соприкосновения в духовности, религии, в региональных исторических моментах, так как мы все здесь находимся. И здесь, я думаю, это должны все и общественники, и духовные лидеры, и семьи, начиная со школы, с родителей, все вместе этим заниматься. Иначе мы потеряем всех. И страну, и детей, и останемся без будущего. Спасибо. Спасибо большое. Всем